Всем привет! У нас сегодня очередной выпуск. И у нас сегодня такая вот тайная занавеса. Что это за машинка, как думаете? Можете уже сейчас угадать, что это за автомобиль? Ну, посмотрите. Ладно, не буду мучить вас. Honda Legend у нас в студии сегодня, посмотрите. Это самый современный, самый топовый, самый флагманский автомобиль у Honda. Это у нас Honda Legend. Очень современный, опять же, на тот момент времени жирный автомобиль, который прекрасно управляется, у которого очень умный полный привод, 3-литровый мотор на 300 лошадиных сил, что я вам скажу не слабо. Представьте, да, как они это делают вообще, вот именно Honda, 3 литра 300 лошадиных сил. А помните ту Интегру, да, вот Интегра 2 литра 200 лошадиных сил, откуда они там берутся? Ну, на самом деле я понимаю, скорее всего это в ТЭК, все благодаря технологии этой. Такая вот у нас красивая попка у этой машинки. Она, повторюсь, на полном приводе, он очень умный, интеллектуальный полный привод, так я его охарактеризую. И что же он делает? Этот полный привод делает так, чтобы в нужный момент времени на какое-то колесо добавить крутящего, а с какого-то колеса убрать крутящий, то есть немножечко притормозить. Тем самым достигается невероятнейшая управляемость данного автомобиля. Обычно 300 сил достигается, ну, вспомните, Toyota та же самая, да, 4,3 литра 280 сил, а здесь 3 литра и 300 лошадиных сил. Ну, не беру в расчет Атлет 3,5 315, но там 3,5 все-таки. Я думаю, что на Honda было бы 350 при 3-литровом, 3,5-литровом моторе. Вот такая вот у нас прекрасная кожа, прекрасный аккуратный салон. Есть косячок, но не пугайтесь, нам сейчас важно посмотреть на этот автомобиль объективно, для того, чтобы, возможно, в будущем сделать выбор данного автомобиля для себя. Да, здесь вот такое вот замученное сиденье, сидел какой-то противный японец, пропердел его все, и оно вот так вот испортилось, соответственно. Но на самом деле это все лечится, это не критично. Я вам скажу, ребят, порядка 5000 рублей, и вам вырежут просто вот эту серединку, вошьют новую серединку, причем перфорированную, покрасят в черный цвет. Сиденье будет вот идеальное, пушечка, поэтому не переживайте. Давайте пересядем в салон. Об этой машине на самом деле есть что рассказать. Здесь очень много интересных фишек, которые достаточно, опять же, редко встречаются на других автомобилях. Что могу сказать? Память сидений на 2 деления, первое и второе. Естественно, у нас электрический руль, который работает в паре с сиденьями. У нас вентилируемые передние сиденья, также они с подогревом. Ну, давайте, чтобы не быть голословным, я вам покажу. Мы заводим вот так. Кстати, бесключевой доступ, брелочек в кармане. Машинка заводится, прекрасно заводится, кстати говоря. И здесь вот таким легким движением мы просто вниз, мы, соответственно, делаем обдув. Я вот сейчас уже начинаю чувствовать обдув в спину. Вверх мы уменьшаем и далее включаем подогрев, соответственно, таким же образом. Очень прикольно реализовано на самом деле. Включу сейчас обдув. Здесь, ну, это есть у передних пассажиров, здесь есть так называемый спорт режим, то есть мы переключаем коробку и можем, соответственно, действовать вот в таком режиме. Либо у нас есть лепестки, где они у нас, вот они, лепесточек плюс и, соответственно, такой же минус. Вот он. То есть мы можем переключать лепестками скорости. Здесь это актуально. Эта машина действительно требует лепестков. Далее у нас здесь режим, который я говорил, называется он, вот он. Видите, вот такой вот, ну как можно сказать, переднее левое, заднее, в общем, все 4 колеса. И когда вы едете, она вам показывает, на какое колесо идет какой крутящий момент. То есть полосочка увеличивается, уменьшается. И, соответственно, вы понимаете, что машина вот сейчас старается на ваше благо. Кстати, 93 тысячи пробег. Эта машина продана. Такого формата автомобиль можно купить примерно 2005-2006 года. Может быть, чуть меньше, там, 2004. В районе плюс-минус 300-350 тысяч. 350 это вообще просто в идеале будет. Вот такая ориентировочная, я думаю, около 300 будет стоить плюс-минус. Ну, сейчас подороже. Вот. Но курс, да, вы же все знаете, что курс подрос, и цены, естественно, вместе с ним. Кожа, на самом деле, такая прям добротная. Вот я не знаю, почему она потрескалась. Ну, наверное, потому что слишком жесткая. Но кожа хорошая, вы знаете, она прям на настоящую похожа. Такая же, как в Цельсиоре, такая же, как в Маджесте. Хорошая кожа, не как, знаете, вот в каких она машинах бывает. В Краунах, в тех же Краунах кожа иначе.
ощущается. Здесь она добротная, качественная. Ручки, все, вот это вот пластик, вот этот весь под дерево. Все выполнено очень приятно. Так, ну такая, теперь что у нас? Теперь вторая сидушка. Давайте, знаете как, послушайте этот приятный V6. Так, сейчас мы кондиционер выключим. Так, секунду. Очень приятно работает. V-образная шестерка. Приятный звук. Автомобиль прекрасный, вот честно, я в него влюбился. Приятно крутится руль, приятно нажимаются тормоза. В целом чувствую, что машина очень управляемая. Вот этот полный привод, он здесь реализован не просто так его сделали. Конечно же, он отличается от субаровского полного привода. Здесь он прям умный. Если там все такое, можно сказать, механическое, то здесь компьютеризация полнейшая. Единственное, наверное, люка не хватает в этом автомобиле. А так, задний ряд даже с подлокотником. Подлокотник, думаю, традиционно пустой. Ну, кроме как подстаканничков. Кроме как подстаканничков я здесь и ничего не замечаю такого. Климат. Ну и все. То есть, в принципе, все. Хорошая музыка в этом автомобиле. Я не знаю, как она называется. Здесь нет какого-то шильдика или еще чего-то, но я знаю, что включил, послушал, музыка здесь приятная. Bose. Ох, какой я недальнозоркий. Посмотрите, ребят. Вот он у нас, видимо, и сабвуфер, кстати говоря, стоит. Bose. Bose любит ставить музыку и в Honda, и, получается, в Nissan, и куда они только не ставят этот Bose. Классная музыка. Так, здесь у нас тайничок, багажник. Можно залезть в багажник, если вам нужно. Ну, а мы пойдем посмотрим как раз-таки багажник. Открывается у нас багажник так же, как и бензобак с кнопочки. Вот здесь. Оп, открыли багажник. И давайте посмотрим на его размер. Это у нас, видимо, заводские, либо какие-то дополнительные пружины. Так, их так технично передвинем. Здесь вот так вот посмотрим. Запасочка, докаточка в идеале. Как будто, по-моему, и ни разу не пользовались. Ну, вполне приличный багажник, честно. Он не маленький, не гигантский. Он интересной формы. Какие-то вот, знаете, такие изгибы здесь. Нормальный, вполне комфортный багажник. Какой он должен быть в целом? Доводчика нету? Нет, здесь доводчика нет. Он и не нужен. Легкая ручка. Так, давайте теперь посмотрим, что у нас под капотом. Под капотом у нас, под капотом у нас 3-литровый V6 на втеке. Обратите внимание, опять же, как интересно открывается капот и какого размера сам капот. Крышка капота, она не затрагивает крылья, как обычно бывает. То есть крылья у нас идут отдельно. Здесь вот такой небольшой, как лючок. Вы видите мотор. Ну, опять же, посмотрели масло, залили масло. А что еще нужно делать в Хонде? В Хонде больше делать нечего. Сюда мы доливаем для дворничков водичку. Здесь у нас расширительный бачок. Все. Даже где аккумулятор, я понять не могу. Но полагаю, что он вот здесь. Да, вот он. Так, крышечка. Чистая, аккуратная, ухоженная машинка. Все у нас здесь прилично. Прилично, ребят. Очень приличная машина. Сидушку вылечить и вообще нет проблем. Ну, такой внешний вид. Очень злая машина, очень злая. Посмотрите, как она выглядит на фоне сегодняшнего вечернего абхазского солнца. Такая приличная, линзованная оптика. Поставьте в нее диоды, и у вас будет красота. Хотя, может, там даже и ксенон стоит. Кто его знает, обычно в большинстве машин ксенон. Диски, кстати, у нее хорошие. Я обратил внимание, что тормоза здесь какие-то бешеные. Просто посмотрите, суппорт гигантский. Ну, относительно вот колеса, относительно машины, крепкий, большой, мощный суппорт. Тормоза, уверен, здесь хорошие. И, кстати, диск целый, идеальный практически диск, человеку повезло. Друзья, в общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Что думаете об этой Хонде? Кто покупал, кто ездил, у кого есть опыт использования данного автомобиля, пишите. Пускай другие ребята знают, открывают для себя новые машины, потому что, если честно, мало кто знает вообще эту машину, все ее боятся почему-то. А у нас уже несколько человек такую машину брали, и все довольны. Ладно, всем пока. Пока.